На занятках у клубе ЮНЕСКО «Шок» ідзе гарячая дискуссия паміж промыслоўцамі і эколагамі. На парадку дня пытанне, ці трэба знизить вытворчасць нафты. Переработать мои способы, или вы предлагаете снизить добычу нефти? Запас нефти не бесконечны. Вам самим, в принципе, невыгодно использовать нефть в таком огромном количестве. Экалагічны накірунак у клубе пачаў развівацца 2 гады таму і адразу ж паспяхова. Старшакласнікі сталі удзельнікамі міжнароднай імітацыйна-ролевай гульні «Глобальнае пытанне» і ўвайшлі ў 5 лепшых. У якасці прыза поездка ў Ханты-Мансийск на международный экофорум «Одна планета, одна будущее». Для того, чтобы туда поехать, нужно было приготовить свой экологический проект, который мы успешно приготовили. Это экопроект 100%, главная цель которого – пропаганда сортировки 100% отходов. Также нужно было представить свою страну. Призовое место занял наш экологический проект, и специальный диплом получила представление нашей страны. Экология – один из многих накірункаў, якія развиваются у клубе. Цікавяцца старшакласнікі асновамі дзейнасці ААН. Атрыманыя веды прымяняюць на практыцы. У мінулым годзе удзельнік клубу Владислав Панеженко стаў лепшым сярод дэлегатаў міжнароднай канферэнцыі «Гімназічная модель ААН». Моделирование ООН – это полная имитация деятельности дипломатов ООН. Подготовка к конференции включала в себя изучение лексики дипломатов, изучение политики и особенностей выбранной страны. В том году я представлял Турцию. Але не толькі дзейнасць ЮНЕСКО цікавіць старшакласнікаў. Зусім нядаўна вучаніца школы Ангеліна Кіслошчанкава у складзе дэлегацыі ЮНІСЕФ нашай краіны прымала ўдзел у кансультацыйнай сустрэчы міжнароднай ініцыятывы «Гарады, прыязныя для дзяцей і падлеткаў». Наша задача была представлять молодежные парламенты, молодежные организации Республики Беларусь. Идем мы в ногу со временем. Мы знаем, что сейчас современно, что сейчас модно, что сейчас актуально. И поэтому я считаю, что прислушиваться к мнению молодежи – это, наверное, как раз-таки тот самый ключ к успешному процветанию государства, потому что нам жить в этом государстве. Существует сейчас такое мнение, что без некоторых компетенций вообще нас не возьмут в будущее. А это и критическое мышление, это работа в команде, это и эмоциональный интеллект, и ведение переговоров. И всему этому мы учимся здесь. И учим других. Гэтыя юнакі і дзяўчаты сваім прыкладам даказваюць, што голас моладзі гучыць упэўнена, і яны гатовы змяніць наваколле ў лепшы бок. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».